Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутии созданию общественной организации Федерации альпинизма и скалолазания предшествовали годы любительских занятий и поездок на скалы, туристских походов и альпинистских сборов середины 90-х. Катализатором в развитии послужило строительство в октябре 2015 года скалодрома на базе средней школы номер 2 в Якутске. В настоящее время по скалолазанию проводятся чемпионат и первенство города, республиканские соревнования по болдерингу. С целью передачи опыта приглашаются с других регионов именитые спортсмены, квалифицированные тренеры и судьи. И сегодня наш гость в студии Станислав Лобзов, вице-президент Федерации скалолазания России. Станислав Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о развитии скалолазания в России в настоящее время. В настоящее время скалолазание очень активно стало развиваться в России. Большой толчок ему дали последние позитивные новости в нашем виде спорта. В 2021 году впервые на Олимпиаде в Токио наш вид спорта был представлен и разыгрались первые в истории награды. После этого, конечно, скалолазание стало узнаваемым видом спорта, и спрос на него стал кратно превышать наши возможности. И сегодня с новыми силами, большими темпами мы начинаем программу по строительству скалодромов по всей стране. И плавно она уже дошла до Якутии. Вот об этом чуть позже мы сегодня поговорим. В общем, скалолазание сегодня на слуху, скалолазание развивается, нас это очень радует. Скалолазание – это спорт, увлечение узкого круга людей или это массовый вид? Это, конечно, если мы говорим в контексте Олимпийских игр, конечно, это профессиональный олимпийский вид спорта, где спортсмены профессионально тренируются, как и в других видах спорта. И это очень популярно сегодня стало в наших регионах страны, где тренируются спортсмены сборной команды России. Но, как мы знаем, что пирамида спорта строится на массовости. И массовость тоже, она бывает в скалолазании двух, так скажем, направлений. Это все-таки массовость спортивная, где ребята тренируются на скалодромах под эгидой, может быть, спортивной школы, ну, либо вот в общеобразовательных учреждениях. Но также скалолазание еще уникальный вид спорта тем, что наши участники, спортсмены, любители, они применяют свои навыки на настоящих скалах, на природных объектах. То есть они выезжают в горы, в скальные регионы. И последние уже лет 10 в России активно идет развитие именно настоящего скального скалолазания. То есть такое вот немножко слово-то, что настоящее скалолазание, да. То есть, потому что спортсмены тренируются на искусственных скалах, которые находятся в крытых помещениях. То есть это имитация скалы из фанеры сделанная, называется скалодром. Вот. Но есть же настоящие скалы. И сегодня мы в двух направлениях одновременно ведем развитие. Также помогаем в освоении скальных районов. И в Якутии также проходит уже не первый год фестиваль скалолазания. И он достаточно популярен и будет еще, наверное, более популярнее в ближайшее время, я думаю. Насколько актуальна популяризация скалолазания? Ну, для нас, как федерации в этом виде спорта, конечно, это наша профильная задача. И мы ее решаем всеми возможными методами. И проводим большое количество разных встреч, мероприятий, направленных на популяризацию, то есть встречи со школьниками, со студентами. Мы активно участвуем в больших праздниках спорта, либо, может быть, каких-то праздниках городских, то есть на дни города выставляем скалолазание как показательный вид, как аттракцион, чтобы жители могли попробовать. Заинтересовались. Да, то есть сейчас вот нашумевшее шоу уже не первый год на телевидении идет, называется «Русский ниндзя». Если внимательно посмотреть, это шоу, оно по всему миру идет, очень популярно, и практически во всех странах лидирующие позиции вот в этом виде шоу, ну в этом шоу занимают скалолазы. И в России в том числе не исключение. То есть вид спорта очень популярен, очень на слуху, медийный становится. И сейчас мы стараемся также посредством интернета распространять весь наш промо-контент. И федеральные спортивные каналы тоже стали уже к нам более внимательно относиться. Наши даже российские соревнования уже попадают в сетку вещания федеральных спортивных каналов. Я думаю, что это все расширит аудиторию нашу, болельщиков. И самое главное, люди будут заниматься этим видом спорта, ездить либо на скалы, либо ходить на скалодромы. Станислав Олегович, расскажите о прикладном значении альпинизма и скалолазания. Наши скалолазы, например, расчищали от надписей скалы на знаменитых Ленских столбах. А по России есть еще такие примеры? Да, такие примеры, конечно, существуют. Скалолазание достаточно и альпинизм достаточно прикладные виды спорта. Вот этот, так скажем, жест по зачистке и вообще очистке скал – это
встречается в других регионах, потому что, к сожалению, недобропорядочные граждане, да, они любят оставить такую надпись, где забраться чуть повыше и написать там «здесь был», условно говоря, Вася или Петя. Вот. И такое, к сожалению, встречается везде. Я сам из Тюмени, у нас рядом Уральские скалы. Конечно, на Уральских скалах, к сожалению, то же самое происходит. На скалах в Крыму, на Красноярских столбах. Ну, в общем, люди-то везде одинаковые. И да, скалолазы своими силами, как правило, помогают как могут, зачищают, потому что на все это безобразие смотреть, ну, неприятно. Особенно, когда ты там находишься регулярно, потому что это твоя, так скажем, естественная среда обитания, твой круг интересов, ну и вот эти все вещи. И если вдруг случается, что кто-то из скалолазов увидит, что, ну, какой-то прохожий, условно говоря, там, заблудивший, ну, не заблудивший, заблудавший, так скажем, по жизни, начинает что-то вот такое творить, конечно, его остановят. Вот. Такие происходят акции, да, по зачистке ну, природных объектов. Также из прикладного можно сказать, что у всех, наверное, на слуху, что есть такой промышленный альпинизм, то есть это когда вот вы, наверное, в городе видели, здания обслуживаются людьми, когда они вот на веревках, там окна моют, допустим, еще что-то монтируют, то есть это так или иначе, ну, не имеет отношения к спорту, конечно, но техника владения вот этой веревкой, спуска по веревке, это общие техники. И, как правило, вот эти люди, кто в промышленном альпинизме работают, они взаимодействуют с Федерацией альпинизма региональной. Ну, это не обязательно, но, как правило, это так происходит. Вот, потому что знания специфические, и просто где-то их найти на стороне тяжело. Ну и, как бы, наверное, какое-то военно-прикладное тоже есть, потому что есть, я знаю, горные дивизии, где ребята именно служат, специально назначение горные войска. Вот, и там тоже какие-то навыки применяются все-таки. А сами вы когда-нибудь участвовали в акции по расчищению? Ну, я лично не занимался, что зачисткой там скал, допустим, да, вот, но на скалах своими лично руками, то есть мы именно очищали скалы, потому что, чтобы скалолаз или любитель скалолазания вообще начал свое восхождение по стене, стену нужно подготовить, потому что сама скала природная, она уже стоит, ну, там, миллионы лет, на ней уже и мох, и камни, и эти камни часто бывают вот на честном слове висят, вот ты рукой ковырнешь, и можно несколько тонн камней обрушить. Естественно, это приведет к травмам для тех, кто пытается по скалам лезть, поэтому нужно сделать все безопасно. Вот безопасность в нашем виде спорта, она прям красной линией проходит везде, потому что, ну, так скажем, вид спорта с потенциальной опасностью. Он не экстремальный, он не опасный, но он с потенциальной. То есть, если неправильно себя вести, нарушать технику безопасности, а она уже написана, уже многими годами отработана, она работает. То есть скалы нужно очищать. Вот. И вот именно этим я занимался и неоднократно, и мои коллеги тоже. То есть мы чистили скалы, пробивали именно дорожки для безопасного использования. Вот. И, ну, а какие-то более, так скажем, приземленные экологические акции, также мои коллеги, мы периодически проводим летние палаточные лагеря с детьми, со своими воспитанниками, выезжаем куда-то в район, ну, скальные районы и живем в палаточном лагере. Естественно, в лесу находятся предметы жизнедеятельности людей, вот, тех, кто посещают эти леса. И часто бывает, что то есть мы устраиваем экологические акции, то есть наши дети, они собирают, мы потом как-то вывозим. Бывают районы очень засоренные, и люди ежегодно, допустим, традиционно, ну, к примеру, на 1 мая едут в какой-то туристически популярный район, прям везут с собой огромные мусорные мешки, заказывают грузовой автомобиль, и вот просто каждый год 1 мая они увозят целый грузовик мусора с одного и того же места. Я не говорю, что это повсеместно, но такой опыт есть. Здорово. Станислав Олегович, цель вашего приезда в Якутию? Цель моего приезда, чтобы помочь, наверное, найти ответы на вопросы, которые здесь актуальны сегодня в плане развития скалолазания, которые Федерация скалолазания России, которую я представляю, вот у нас, так скажем, есть накопленный опыт. Вопросов ключевых два. Первый и основной – это строительство скалодрома международного уровня здесь, в городе Якутске, чтобы этот скалодром появился, чтобы местные скалолазы уже обрели, так скажем, свой дом, начали профессионально заниматься, потому что сейчас вид спорта олимпийский, повышенный интерес, это будет прям олимпийский объект. И второй вопрос, не менее важный, это включение скалолазания в программу международных игр «Дети Азии». Вот эти два вопроса тесно переплетены, то есть у оргкомитета игр есть интерес, желание видеть скалолазание в своих рядах, у федерации тоже, естественно, есть желание попасть в эти игры, но загвоздка, что нет скалодрома. И вопросы два тесно идут вместе и решаются прямо в экстренном порядке. Сегодня был ряд встреч, прорабатывали, только навстречу идет регион, очень приятно слышать. И сейчас развитие будет. надеемся, что уже
к концу года будут уже первые плоды, и, потому что игры 2024 года, они будут уже летом следующего года, то есть осталось чуть больше года, и тянуть уже некуда, то есть просто прям надо... А есть ли у нас такие спортсмены, которые смогут участвовать и защищать Якутию, представлять? Скалолазание здесь в регионе развивается не так давно, но уже тоже не первый год, уже лет 7 федерация трудится. На сегодня, к сожалению, пока еще в регионе нету спортсменов, которые бы входили в сборную России, либо выступали на уровне там, членов сборной команды России. Да? Но, конечно, ребята есть, которые примут старт. На сегодня я не уверен, что они готовы побороться за призы. Вот. Конечно, в запасе еще 1,5 года, но за 1,5 года их соперники тоже на месте сидеть не будут, они тоже готовятся. На сегодня в регионе, к сожалению, пока еще нету такой конкурентоспособной технической базы, вот, и современной базы. Она вот появится только, ну, дай бог, к концу года появится, да. Вот, ну, возможно, в общем, будет зависеть все-таки от тренеров, от все-таки руководства региона, как они смогут организовать вот эту работу по подготовке. Ребята есть, ребята прям горят, стараются. Вчера встречались с ними в спортивной, не спортивной школе, в средней школе номер 2, где находится скалодром. Вчера небольшой у нас, так скажем, был такой дружеский вечер по общению. Вот. Ребята есть, ребят глаза горят. Надеемся, что они приложат все усилия и будет успех. То есть время еще есть, да? Время есть, казалось бы, говорю, много, но на самом деле это не так много. Но к 2028 году, если скалолазание приживется и все будет хорошо, то там все шансы, надо не останавливаться и работать с прицелом и на 24-й, и на 28-й нас сразу же тоже вести работу. А вы первый раз приехали в Якутию, и вот каковы ваши первые впечатления? Да, и первый раз. Ну, естественно, как для жителя, так скажем, я вообще из Тюмени, то есть, да, с Урала. Вот, у нас, конечно, тоже зима и снежный регион, но по сравнению с Якутией мы так, можно сказать, ближе к югам относимся. Вот. Я ожидал, конечно, вообще чего-то такого прям страшного морозного, но, как мне сказали, уже весна наступила, всего лишь минус 30. Морозы вот. уже закончились, Да. вам повезло, да? Ну, кто-то говорит, повезло, кто-то не повезло. Я не увидел ваших знаменитых туманов. Вот, и не знаю, потерял или приобрел, что их не видел. Вот, ну, успел ознакомиться с городом. Конечно, меня показали город. Вот, некоторые вещи было удивительно видеть, как у нас в Тюмени нет, допустим, что вот такой вот иней везде на деревьях, на проводах, да, такая картинка, как вот из каких-то сказок про там Морозко или что-то про Новый год, да, то есть у нас вот такого нету всего. Вот. Ну, это пока такие первые моменты, которые успел заметить. И успел немножко познакомиться с местной кухней. Естественно, приятно впечатлен. И хочу продолжить знакомство дальше. Станислав Олегович, спасибо, что пришли к нам в студию, и желаю вам дальнейших успехов в работе. Спасибо большое. О развитии альпинизма и скалолазания в России и совместных проектах в Якутии мы поговорили сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале.